Представляем Союз писателей Республики Коми. И первым слово берет Александр Герасименко, член Союза писателей России. Здравствуйте, всех с праздником! Вековые небеса, вековые, вы как дочери, глаза голубые. Не богатство, васильковые дали, в них лошадки облака гулевали. Голубые небеса, голубые, ночью звездные, под утро седые. Вы храните всех, кто дышит под вами, кто с гитарой душу рвет вечерами. Снеговые небеса, грозовые, вы мне станете когда-то родные. От земли душа покорно отчалит и ворвется в васильковые дали. Хотя любовь бывает к нам жестока, мы без нее, как кубок без вина. И вот опять волнует лют весна, сама же оставаясь одинокой. Лишь теплый ветерок споет куплеты, подарит поцелуй и снова в путь. Ей крикнет в попыхах: не обессудь, но твой избранник — бархатное лето. И время подойдет, и ночью звездной уйдет весны последний месяц май. Казалось бы, ну вот, любовь, встречай, но будет, к сожалению, слишком поздно. С первым криком петуха май проснулся юный. Гармонисты рвут меха, гитаристы струны. Солнце чаще навещать стало деревеньку. Мать честная, благодать, жизнь селилась в веньку. Заиграл на ложках он, Марьюшка танцует, и летит со всех сторон к небу. Аллилуйя! В облаках летает дворник, да уже. Каждый пруд в его метле пустил листву. Ну а что же не летать, когда апрель? Ну а что же не предаться баловству? Позабыл он про лопату, снег и двор. Только птицы, только небо синева. Тишиной лишь задушевный разговор. Откровенные про главные слова. А еще он грезит встретить в облаках Маргариту, к ней мчит, как в светлых снах. Каждый прутик в метлах их зайдет листвой. Ну а что же не зайти, когда весна? Спасибо. Слово русскому поэту Андрею Кортелеву. Здравствуйте, с праздником. Мне стало как-то одиноко, немного грустно и смешно. Весна ни близко, ни далеко дышала свежестью в окно. Я был один в квартире дома, мой дом один был на земле. Забыв о времени, знакомо, часы шагали по стене. И в день входила сила солнца, в дом проникал весны порыв. И я смотрел в оконце, про время, как часы забыв. В огнях заката спешным бегом, как оперенная стрела, вдруг полоснет кулик по небу коротким лезвием крыла. Замрет с последним всплеском света к ручью склоненная сосна. Она до самого рассвета теперь покоится одна. Уходит день, и ночь приходит, и в ярком пламени костра на потемневшем небосводе видна полярная звезда. И выйдя, словно из берлоги, из бока старого дупла, лесные чудища и боги мне пляшут танцы до утра. Забыты беды и тревоги, за лесом зарево лучей, моя сосна богов в берлоге и чистый, как слеза, ручей. Вчера была зима. Этот город не ждет ни меня, ни тебя, никого. В нем поблекшие окна уже не увидят рассвета, что в зиме потерялся. И письма мои без ответа обреченно лежат на крыльце одного из домов. Может, адрес не тот, или выбыл давно адресат. Уходя от былого ночами, ветрами и снегом, я иду в направлении весны. Разливаются негой в небесах друг за другом, меняясь восход и закат. И уже с каждым годом все легче дышать. Даже ты не заставишь меня обернуться на свет в твоих окнах.
И в апрельских ручьях будут плыть твои письма. Сколько они тоже спешат с твоих улиц, холодных пустых. Я гвоздь в стене и сильно вбит в нее, так лихо вбит, не видно даже шляпки. А изнутри загнуто острие, чтоб не достали ушлые ребятки. И мне не важно, стены или пол, хоть потолок или угол, где поуже. В любом из них я суть свою нашел, ведь тяжело совсем не значит хуже. Одно лишь жаль, поводит стороной, и кто слабее вылезут наружу. Они летят в сторонку страной, спешат туда, где повкуснее ужин. Чужой простор, ты предлагал коня. Ты так широк и щедр на закуски, но тяжкий угол — это для меня. Я гвоздь в стране, я вбитый в доску русский. Спасибо. Елена Афанасьева, заместитель председателя Союза писателей России, Республики Коми и член Союза писателей России. У меня не очень праздничные стихи, наводящие на размышления о наших селах, деревнях. Первое стихотворение Горта. Я пишу на коми-языке, и переводы тоже прочитаю. Меок таизиас, мой мен вочнатаян, аюс визу, вылья соснинвая, меок-та, рут я кока скыла, и пыжа съедка, эзыш гыя свыла, и пета туя, пондакывтна горда, а шонды уя гости, чими орда. Домой. В переводе Андрея Попова. Собираю камни, скользкие, как рыбешки, а река приносит новые в ладошки. Говорит кукушка, скоро уже вечер, и сажусь я в лодку, плыть судьбе навстречу, плыть домой, где сердцу все светло и мило, в гости к семге солнце проплывает мимо. Миян Шиктяс, наши села. Вунам кыфта, мичоч кыфтам, тусов тевру, миян борт, гагар утва, мекаторчен, мусаморт, шуйга вылаз, пемуд вырой, вещка двылаз, отавич, кыфтам пыжан ваныр шырыт, воджин лебач, лолыс лич, воджин лебач, воджин шонды, став нас єнеш кыфта чыч, вони лунша маснин пондис, югжа вомын, югжа кыч, кыфтам, чечамен пыжы, эзыш шыма чери, чольс, када свизу вамос пышья, осков сылы пыж, не пос, щин я свочти муна кача, канач, тойна, тыев, йо, мы тащикт, лазеруан качис, олам калакалыс, бов. И из цикла «Колодец» в переводе Андрея Попова. Из нашего села с родной земли исчезли все колодцы-журавли, как будто бы от зимних стуж и мук перелетели стаями на юг. Один из них в былые времена я видела из нашего окна. Казалось мне, как за водой идешь, на бабушку Августу он похож, журавль сутулый. И была темна, как тайна в том колодце глубина. В ней жизнь своя я верила всегда. Поля там пашут и пасут стада, там тоже плачут и смиряют нрав. Но полное ведро со дна подняв, решала, там на утренней заре, как солнечные зайчики в ведре, играют светом и поют про свет. Уже 2 года, как колодца нет, как будто улетел он из села, как бабушка Августа умерла. И только в памяти своей порой вновь поднимаю я ведро с водой, вновь вспоминаю напряжение рук, и ждет колодец, что вернусь я вдруг, подарит, как в былые времена,
мне солнечные зайчики со дна. Спасибо большое. До встречи.